Ахьынатәи аҩы зауад шато Абхазшәа захьӡу аалыҵ раԥхьаӡа ицәырҵит ҩнызқь зеиԥш шықәсазы. Уи аахыс еиԥымҟьарада аус ауеит. Ҳара уажәы атурист сезон анеилашуа еилаҳкаауеит азауад аусушьа. Шато Абхаз было сформировано как предприятие в 2007 году. То есть мы изначально чем начали заниматься, мы за 3 года до этого, да, мы начали изучать земли, насколько они подходят для того, чтобы можно было здесь выращивать виноград. То есть мы привезли сюда специалистов французов, и 2,5 года они изучали, какие клоны можно будет подобрать, насколько вообще подходит этот климат. Несмотря на то, что Абхазия всегда ассоциировалась с виноградарской страной, да, то есть винодельческой страной, в любом случае были большие вопросы, насколько можно, ну, скажем так, в этом конкретном участке это все производить. После того, как были произведены все исследования, нам дали добро на то, что это возможно, а тогда мы начали высаживать виноград. Но с вином мы вышли на рынок где-то в 2010, наверное, году. То есть это первая продукция, которая начала появляться. Это даже не вино было, это сначала чача была, то есть это то, что мы получали уже первые, скажем так, с наших плантаций. Дальше, там уже после 4-го года, уже позволял виноград, и мы начали делать вино. Собственником предприятия является Шамба София Адольфовна. Вообще это семейный бизнес. Это семейный бизнес. Изначально, вот когда я говорил, что мы пошли по пути максимально правильно, то есть мы не начали, там, скажем так, завозить виноматериал, разливать, мы начали с виноградников. Анаплакы яхьаҵанакуа аус руеит ацехқәа ԥшьба, ашампан ҩы, ауараш, ауатка, аҩы рыҟаҵарҭақәа. Уажәы урҭ русушьа шәҳардыруеит. Весь процесс начинается здесь, как я понимаю, правильно? Да, процесс варки, затирания начинается здесь. Емкости объемом 5 тонн, то есть мы за раз можем сварить 5 тонн готового сусла. Он занимает около 6 часов. Вот, и дальше уже отправить его на брожение. Мы варим асир, это у нас классический немецкий лагерь. Для его приготовления и закладки его технологий приглашали немца. То есть у нас помимо того, что оборудование немецкое, сырье немецкое, еще и технолог был приглашен также из Германии, причем в 3-м поколении пивовар с 35-летним стажем работы. Сегодня какое пиво вы здесь варите и вообще сколько сортов пива вы производите? Сорт мы производим один, лагерный тип. Получается у нас 3 наименования: асир, пицунское и айтар. Это получается пиво, производимое компанией Шато Абхаз. Вот. А в чем разница между этими? Ну, разница заключается в технологических моментах некоторых. Асир у нас классический немецкий лагерь, как я говорила. Вот. Айтар и пицунская – это наша разработка, и они достаточно более легкие. Какой-то из них с повышенной горчинкой, скажем так, другой более лайтовый. Вот. Асир у нас считается премиальным, там и плотность выше, и содержание спирта тоже выше. Все, что вы назвали, вот вы сказали, мы солод добавляем, дрожжи, это все вы импортируете, правильно? Германия, Россия. В основном это Германия. Из России мы получаем лишь солод для производства 2 наименований, это для пицунского и айтара. В соотношении там у нас идет немецкое сырье также. То есть хмель у нас все чистая Германия, дрожжи Германия. Солод для асира полностью Германия, и наша вода исключительно. У нас есть на территории своя скважина глубиной 240 метров, вода кристально чистая. То есть вода – это основной ингредиент, и в Абхазии она идеальная
для производства любого продукта. Начиная от варки до конечного этапа, до розлива, сколько дней составляет этот процесс? 45 дней. 45-35, в зависимости от того, какое мы пиво изготавливаем. Затем наше сусло отправляется на брожение в данные емкости. Это цилиндроконические танки. В них проходит процесс брожения, как основного, так и процесса дображивания. На процесс брожения уходит 35-45 дней, в зависимости от того, какое мы хотим выпустить пиво, какой продукт. Здесь мы можем наблюдать работу дрожжей, то есть на какой активности находится сам процесс брожения. Если вдруг бывает так, что брожение может дойти среди ночи, и мы можем таким образом проверить среди ночи без лаборатории, на каком этапе у нас находится брожение. А сейчас Такие на каком? штучки. Сейчас уже у нас процесс брожения завершается, дрожжи не так активно работают. Работают, то есть при низких температурах менее активно. Идет процесс дображивания уже. Бывает, что вот неудачный розлив, получилось не так, как хотелось? Неудачный розлив я не скажу, то есть на продукцию не влияет ни в коем случае, так как у нас все контролируется, как линии розлива, есть у нас операторы на линии розлива, которые в случае чего могут устранить визуально, быстренько и наладить все. Также есть лаборатория, которая контролирует качество, а качество это самое главное для нас. Неудачным может быть лишь то, что выйдет из строя робототехника, и это займет определенное количество времени. То есть мы можем потерять время, но при этом на качество ни в коем случае. То есть, как вы все сюда трудоустраивались? 9-й год моей работы в компании «Шато Абхаз». Раньше работала на другом предприятии. Семейные обстоятельства, переезд в другой город, и я здесь, в «Шато Абхаз». Конечно же, любовь к своему делу творит чудеса. Я вот чаще встречаю, что варят в основном пиво мужики, а тут вот я вот вас встретила, для меня это было неким таким Ломаем удивлением. стереотипы. Очень интересно. Конечно, у всех свои интересы, но кому нравится производство, это любовь, конечно же, к своему делу. Данный аппарат определяет все автоматически, все параметры, которые нам нужны, показываются здесь на табло, и мы знаем, что наш продукт готов и качественный. Параметры, показатели, это всегда одно и то же или все-таки Есть бывает... пределы, в которые нужно всегда входить. То есть не всегда получается, что один в один цифра попадает. Поэтому есть у всех пределы для всех видов продукции. Мы всегда в эти пределы попадаем. Расскажите, что входит в ваши обязанности? Вот прямо сейчас, да. В мои обязанности входит как оператора розлива. Я вот на данный момент обслуживаю аппарат этикировки. Да. Это аппарат этикировочки, поэтому периодически нужно пополнять этикеточку. Делается это так. В принципе, если оператор менее опытный, он может остановить аппарат. То есть это на пульте управления останавливаем аппарат, меняем этикеточку. Лена, наливка, укупорка, это все производит автомат, правильно? Да, у нас полностью автоматическая линия. Что делают работники? Визуально наблюдает за аппаратами. Вот, ну мало ли, нужно даже этикетку вот пополнить, да? Нужен оператор на розливе, чтобы шел четко налив, ровно все. Затем девушка смотрит по линии, мало ли где-то бутылочка застряла. То есть визуально все равно находятся операторы розлива на каждом аппарате. А вручную у нас бутылка только загружается в мойку, и уже готовые блоки ставятся на поддон. А вот на сегодня какая у вас задача? Сколько пива нужно разлить? Ну, дело в том, что у нас в час идет в районе 4000 бутылок в час. Это бывает происходит. Давайте еще раз. В течение дня получается в районе 30 тысяч. Плюс-минус.
легко. А вот бывает, что вот, допустим, пиво уже на линейке лопается? Но это бывает крайне редко, да, если какой-то маленький брак в бутылке, опять же, то да, Откуда конечно, у вас бутылки, скажите? Краснодарский край. А вот срок хранения вашего пива? Сегодня мы льем пастеризованное пиво, поэтому у нас срок хранения 6 месяцев. Абар киесо, бутылка куяшина, яйцо, и рачуны и лаларьян, колоны на полы сырьяша, рукна сырасот. Шахатуэ араус буэчте. А стял бурджа усура салабит, и юряк инаркана, апхана, рюм собра усу хаскуйто. Августом дозаре усуран, сыжа писпанак сыра, а что на усура салабит. Занатла базу стадалана. Арай, бзай, гома, пицундома бахинко. Пицундом кучит и на сахаром кучинко, то есть это прибавок минуту, а раньше усуркай. Уста ола покоя хыпкауэ. Из купкой, носки и рысуну сыраприша. Уста хазы дары из купкой. Уст яра усура шпабы пшай. И чьёма яха усура пшара. Сама про усуровки и пикадзакома на нас и купкозар пай. Университет это сколько работы много сайтов? Значит, мы привезли сюда французские сорта, то есть базовые сорта, это базовые французские сорта, это Каберне Савиньон, это Мерло, это из белых это Шардоне, это Савиньон, ну их на самом деле много, просто, но я вам говорю, то, из чего состоит каркас, это вот 4 основных сорта, это все Франция. А вот автохтонные сорта винограда есть? Мы начинаем, да, то есть не начинаем, вернее, скажем так, мы несколько лет назад начали поиски. Это не так легко, потому что там целая история. Это сначала надо найти, отвезти их в Европу, где в Европе их могут очистить от вирусов, мультиплицировать, только после этого их можно привезти. У нас есть, конечно, свои там небольшие разработки. Мы нашли, ну, скажем так, небольшое количество корней, которые высадили на небольшой плантации. Но говорить о том, чтобы там в массовом производственном объеме нет, пока этого не получается. Достаточно длинный процесс и сложный. Ну, как я понимаю, привозной виноматериал вы не используете. Привозной виноматериал возможно использовать по всем законодательствам мировым, его возможно использовать до 50% от того виноматериала, который ты используешь своего. Тогда вино называется местным. Это мировая практика. У нас просто в нашем случае нет необходимости, потому что у нас нет таких объемов продаж. Если мы выйдем на какой-то объем продаж и нам надо будет, да, мы по всем законодательствам, по всем нормам мы имеем право подвести, ну вот где-то половину еще от того, что мы можем производить здесь. Это абсолютно не в полном объеме мы работаем, потому что, ну опять же как, если использовать только наш виноград, да, то есть это 3 миллиона, скажем так, бутылок, те, которые мы могли бы, плюс, допустим, 50%, которые могли бы производить. Ну, на данный момент мы где-то 30% от того, что мы могли бы потенциально производить, мы производим. А если вот сравнивать, вы, получается, больше экспортируете, нежели на местном рынке продаете? Да, конечно, мы отгружаем больше, чем продаем на местном рынке, если идет речь о вине. Завод выпускает вино на любой вкус. Но я больше чем уверена, что особняком стоят ваши игристые. Да. Вот эти вот головокружительные пузырьки. Как они появляются? Вот расскажите нам процесс. Во-первых, добро пожаловать в цех шампанизации. Мы рады вас приветствовать, коллектив «Шато Абхаз». Ну, игристые вина, а именно абхазское шампанское, является самым востребованным на сегодняшний день продуктом на территории Абхазии среди наших гостей, а также среди жителей Абхазии. После того, как завершается сезон виноделия, это получается где-то в конце октября, в начале октября, все зависит от времени сбора. Главный технолог по игристым винам отбирает
забирает, так скажем, у технолога по производству тихого вина самые лучшие виноматериалы. Виноматериалы, они смешиваются, ассемблируются, купажируются, создается тот самый лучший купаж вина. Закачивается в наш акротофор, акротофор заполняется практически полностью, и мы добавляем дрожжи и сахар. Для чего? В принципе, у нас, для того, чтобы вы понимали, для того, чтобы понимали наши зрители, мы используем абсолютно уже перебродившее сусло, то есть без сахара, то есть мы получаем готовое вино, и его мы забираем, то есть виноматериал. Да. Так вот, мы забираем виноматериалы, самые лучшие, повторяю, то есть создаем свой эксклюзивный купаж, добавляем дрожжи, сахар, и мы как бы запускаем вторичное брожение. Все происходит здесь. Все происходит в нашем чудо-акротофоре. И в результате у нас перерабатывается сахар едят дрожжи. У нас на выходе мы получаем этиловый спирт в определенном количестве, а также тот самый вторичный продукт СО2, который и отвечает за наш чудесный перляж в наших бокалах. То есть акротофоры, они в принципе являются такими сосудами, которые являются полностью автоматизированные. То есть они оснащены своими манометрами, своими мешалками, своей охлаждающей системой. А здесь у нас располагается так называемый пробоотборник, то есть технолог, он контролирует, какое количество игристого вина остается у него в акротофоре. Но здесь он наполнен, правильно я вот Полный. вижу? В данный да? момент он полный, да, но если мы посмотрим, обратим внимание на другие акротофоры, то здесь они не все полные, потому что недавно мы завершили розлив игристого абхазского шампанского брют, белого полусладкого, поэтому количество по объему у нас во всех акротофорах разное. Хороший вопрос, на самом деле, для чего французы хранят бутылки в таком положении? Для того, чтобы удалить дрожжевой осадок, который образуется в процессе вторичного брожения на дне. Поэтому устанавливают бутылки таким образом для того, чтобы свести дрожжевой осадок к горлышку бутылки. Этот процесс называется ремюаж. Сколько игристого вы сегодня производите? Какие, то есть сорта? На сегодняшний день мы производим 4 вида. Это брют, белый брют, также белая полусладкая, розовая полусладкая и изабельная, исключительная из сорта Изабелла. В чем разница? Естественно, по сахаристости, то есть уровень сахара будет у них разный. Брют варьируется до 15, белая полусладкая, каждый технолог оставляет за собой право какого-то предела, то есть плюс-минус от 35 до 45, но в наших игристых около 42,5. Ну и понятно, что розовая полусладкая также 35-45, просто оно розовая. И изабельное отличие, самое главное отличие, это сорт Изабелла, которую так любят в Абхазии, также любят наши гости, которые приезжают в Абхазию. Изабельное шампанское, оно и так является самым ароматным, но за счет перляжа, за счет СО2 оно является в 2 раза ароматнее, чем все остальные вина, так скажем, игристые. Вот смотрите, вы сейчас нам весь технологический процесс рассказали. Вы дегустируете по ходу дела? Естественно, мы дегустируем все игристые, потому что мы должны знать, что мы производим, что у нас получается, чего не хватает. Но самый главный этап дегустации у нас происходит в самом начале, когда мы создаем тот самый купаж, потому что мы смешиваем разные виноматериалы, иногда бывает разного года, и мы хотим получить купаж, который нас устроит в дальнейшем. Получается, вы экспортируете абхазское? Раньше мы вывозили, но на данный момент, к сожалению, нет, но мы, в принципе, скоро возобновляем, и совсем скоро, через буквально месяц, абхазское шампанское появится в российских магазинах. Вот еще трудовой коллектив завода. Из скольких человек состоит? И кто это? Это местные жители чаще всего? Или... Да. И вообще, как обстоит дело с рабочей силой? Ну, достаточно сложно. То есть мы понимаем, что в Абхазии с рабочей силой, с квалифицированной, достаточно сложно. Мы постоянно обучаем свой персонал. То есть чем мы занимаемся? Мы привлекаем специалистов извне, то есть тех стран, где это развито, виноделие, скажем так, да, или пивоварение, потому что мы, помимо всего прочего, пивом занимаемся. Привозим специалистов, к ним сразу представляем по одному человека местных ребят, которые на протяжении года, 2-3, в зависимости от того, насколько сложный процесс, учатся, то есть перенимают все эти знания. Ну, и после этого стараемся отпускать специалистов и уже работать с местными ребятами. Но сейчас есть нехватка специалистов?
Да, сейчас есть нехватка, вот в частности, в лабораторию. Зачастую, ну, немножко не хватает знаний ребятам, которые приходят. То есть, может быть, и есть те, кто хотели бы прийти, но им не хватает. Мы и таким тоже рады, потому что мы потихонечку будем их обучать. Значит, у нас есть четкая сезонность по предприятию, у нас есть пиковая загрузка там, по персоналу, это сезон, это порядка, ну, наверное, человек 70. Да, то есть, и есть зимние периоды, как ну, везде в Абхазии, то есть она ну, где-то на треть падает. Мои обязанности входят в изготовление крепких напитков. То есть мы изготавливаем здесь чачу. Чача у нас из 3 линеек. То есть чача особая, чача выдержанная и чача ачара. То есть она у нас идет 45 крепостью. Те 2 других это 55 крепость. Водки разных видов. Ну вот вы говорите разных видов, чем они отличаются? Водку мы изготавливаем обычную классическую водку. И фруктовые водки мы изготавливаем. То есть яблочную, сливовую. То есть с добавлением натуральных фруктов, правильно? Естественно. Не самих фруктов, а фрукты, вы знаете, у нас есть свои сады. То есть плантации, где выращиваем сливу, яблоки. Оттуда мы их сюда завозим, наливаем настойки фруктовые. Потенциал чачи на ранней стадии вы пробуете? Ну, естественно, это пока не попробуешь, это как любой повар. Он изготавливает, он должен попробовать свое блюдо. Мы тоже пробуем, корректировки делаем там. Хотя, несмотря на то, что наша дистилляционная установка как бы считается автоматической, но везде нужна человеческий фактор, по-любому зависит от качества продукции. Да, у нас водку, чачу производят не только вот Шато Абхаз. Чем отличается водка разных производителей? Я про других производителей вам ничего не могу сказать. А про свою? Ну, естественно, качество у нас не уступает. Есть ГОСТ, который мы соблюдаем, который мы обязаны соблюдать. Ну, понятно, что вы сейчас нам секреты здесь не раскроете. Мы находимся сейчас в данный момент в цех выдержки крепких напитков. Так заранее говорили мы, что у нас есть линейка чача выдержанная. Здесь мы выдерживаем чачу в дубовых бочках не менее полугода. У нас есть коньячное производство. Выдерживаем здесь коньяки. Коньяк мы выпускаем 3-летний и 5-летний. Да. Название Араш. Бочки все дубовые. Но вы скажите, они надолго хватают вот такие бочки? Это бочки там Они разовые? 3-4 раза залива. Это американский дуб. А крайников нету, потому что крайник это лишний доступ к бочке, это лишние микроорганизмы. Цвет и ароматы все дает бочка. Мы ничего туда не добавляем, это чисто натуральный коньяк, классический, который делается. Но сколько стоит коньяк, кстати, вот здесь? Вот если он 5-летний, он действительно на самом деле 5 лет лежал в бочке. Но есть здесь вот 5-летние? Здесь уже у нас есть на подходе 7-летние коньяки. Просто мы снимаем и выдерживаем уже в нержавеющих емкостях. Хочу вам показать, как бы даже. Вот, как вы видите, это все цвет, ароматы, вкусовые. Это тот самый Араш? Да, будущий. Будущий. То есть мы получили дистиллят, в том цеху перегнали вино, заложили сюда дубовые бочки и 3-4 месяца раз дегустируем. Ну вот что значит дегустация в профессиональных кругах? Это вот вы нюхаете аромат или что? Да, как да. правильно? Ароматы, как он ведет себя. Естественно, даже вот бочка бывает МТ, это, допустим, как, и это МТ. Они один и тот же дистиллят
одна и та же там, партия, один и то же время залита, но они каждый ведут себя по-разному. Поэтому приходится... Здесь чисто органолептические качества нужно проверять. А вот, кстати, вот так вот крутят стакан для чего? Это вот чтобы Это аромат для раскрытия его, чтобы он раскрылся. Когда он контактирует с воздухом, кислородом, он раскрывается. Плюс еще надо его, здесь температурный режим 18 градусов, 17 выдержать. Лена, линия розлива водки, правильно? Какая водка и какая задача стоит Ну, сегодня? сегодня мы разливаем абхазскую классическую водку. У нас абхазская классическая водка идет два вида. Это классика и виноградная. Так? Также у нас есть 4 вида еще настоя на водку. Но это уже как бы... А вообще сколько видов водки вы производите? Вообще у нас вот идет две линейки. Это пицунская водка и абхазская водка. Ну, у вас и водка и чача, правильно? Чача – это уже другая история. Чача у нас 3 вида. У нас идет выдержанная, особая и виноградная 45 градусов. На линии сколько сотрудников у вас? Сколько рабочих? У нас так же, как в принципе, немного. Только те, кто обслуживают аппараты. Линия у нас тоже автоматизирована. Также идет загрузка вручную, и вот уже мальчики снимают готовую продукцию. Ați cum să șuți juiera? Iarban tak Украина шуцо. Ават каюта коробка квиртуцена, наса скада ахахгой. Ага, и ухзы? Астан. Астан шакатуера усуешти. Юнз. Я хул хава усура цгёма. Мат чкудзами мач хара абсолютно ха и халшу зиги я хцой. Стан ша ашыпсау хыцуэ. Гавшик сисходу. Ага. Усак зарари апхын ялак занара усуэ. Ай. Спецунда он хома. Ундасан ход пицундын саот раз аба усиойт раз наса усу таваш тхупар ханнерхаз сайт усу зот. Апхын ялак зан нас. Макана параса апхана параса хапха сайт нас что Вот здесь вот представлена вся ваша продукция, правильно? Ну, не вся, то есть часть. Самое популярное что? Вот и вы наверняка там какую-то статистику проверяете по продаваемости. Потребителям основным, скажем так, на там, 80% это отдыхающие, которые приезжают сюда отдыхать. Пока на данный момент лидерами продаж является все-таки средний, скажем так, ценовой сегмент по нашей продукции. Где-то 240-250 до 300 А самая высшая рублей. планка? Самая высшая планка – это 1300 на данный момент, вот Шато Абхаз, но вот буквально в течение, наверное, до конца месяца выходит еще одна серия, это будет лофт, это будет уже топ, она будет уже где-то под 1700. Это вот, чтобы вы понимали, просто ценовой порог. Да. Вот очень интересное вино, Саторио. Линейка, да, то есть это Каберне Савиньон, это красный сорт винограда, но сделанный по технологии белого вина. То есть это вот именно то самое розе, которое вот достаточно популярное. Это прямо с плантации, которую вы видели здесь вдоль дороги. Хочу заметить, что ваши бутылки очень красиво декорированы. Все по-разному. Значит, у нас есть несколько дизайнерских студий, где мы размещаем заказы. Но чтобы вы понимали, любой дизайн, он рожден в любом случае вот коллегами, с кем вы уже познакомились, здесь на предприятии. Но здесь много чего аутентичного, особенно этот горец, допустим. Так вот, горец — это то же самое. Вот это мы с музея взяли, да? То есть саму идею горец, это сначала был абхазец, потом мы поменяли. То есть много-много-много вариантов. Все это собирается изначально на коленках, так, ну, образно говоря. Потом мы объясняем точно дизайнерам, что бы мы хотели, и где-то там с 7-8 попытки они выдают вот примерно похожие. А вот здесь продукты. ваш герб, правильно? Это герб, да, это герб производства, да. Меня удивляет, конечно, что у вас нет названия на абхазском варианте.
Ну вот мы можем Шато вас Абхаз. попросить. Мы, знаете что, мы, наверное, вас попросим. Вы нам предложите вариант, но он же не должен разниться там с нашим названием. Шато Апсуа. Ну что-то такое, да, хотя бы, чтобы вот Вот, у абхазская нас есть, а вы версия говорите была. нету. Есть? Официально нет, как я поняла. Находимся на участке 4 гектара, сорт Саперави. Он виноградник еще молодый, 4-го года, урожайность здесь маленькая. Но у нас на всей фирме имеется около 300 гектар практически всех европейских сортов знаменитых. Каберне, Савиньон, Мускат и остальные. В Пицунде у нас тут 130 гектар всего. Все плодоносящие, только эти 4 молодые. В Ачимчире у нас 170 гектар. Там основной сорт Эркацтели, тоже грузинский. Сера это Саперави грузинский, Эркацтели тоже грузинский. 1 гектар, это сколько тонн винограда В получается? прошлом году, я натуральные цифры объясню, у нас испанский сорт дал 25 тонн с гектара. На втором месте знаменитая Мерло. У нас она дала 17 тонн с гектара в прошлом году. Ну вот в этом году вам уже наверняка видно. Еще рановато по сравнению с прошлым годом, где-то на уровне или, может быть, чуть больше. Пока маленькая проблема. У нас много дождей и практически не успеваем своевременно. Но мы стараемся. Наш винзавод пользуется сырьем только с наших полей. 130 гектар в Пицунде и 170 гектар в Ачимчире. Вся продукция готовая. Когда мы ее убираем, все поступает на винзавод. В тот же день убираем, в тот же день на винзавод. Мы с других фирм не покупаем виноград. Скажите, вот некачественное вино, очень часто мы слышим порошковое вино, как делают? Ну вот из того, что я знаю, самое распространенное, это вот на литр вина 20 литров воды. Вопрос, да, достаточно часто к нам, когда на дегустации приходят люди, они тоже спрашивают, вот скажите, пожалуйста, а вы не порошковое делаете вино? Теоретически это возможно сделать, возможно, без проблем, потому что такое вино? Вино – это определенный набор химических элементов, да, то есть это красители, ну, из чего можно собрать. То есть кислотность надо поднять, спирт надо добавить, ну и воду. Да, там, ну, если это полусладкое, сахар еще. То есть теоретически это все без проблем, как и любой другой продукт, можно как бы его собрать. То, что не занимаются этим большие производства, это факт, потому что это, во-первых, как бы полностью противоречит всем там канонам, да, ну, мы уже, скажем так, отходим от этого. Это ты ни по каким ГОСТам не пройдешь. То есть если ты торгуешь куда-то там за границу, это проверяется очень жестко. На данный момент настолько сильно развиты лаборатории, там лабораторные исследования, в частности и у нас даже в лаборатории можно любой продукт вот разложить полностью по полочкам там, до там, простейших. Да? То есть в России возможно даже проверка воды. То есть вода добавлена извне. Вот если ты в вино добавляешь какую-то часть воды, даже это определяется. Это наше первое розе, который мы сделали из красного винограда, то есть это нормально, это правильная технология, да, по белому. Вот давайте на примере этого сатория мы попытаемся с вами так в упрощенной форме провести легкую дегустацию. Изначально первым делом это обращается внимание на окраску. Да, значит, после того, как мы уже определились, что там нет окисленных тонов, там, да, то есть вот оно соответствует, скажем, там, сорту, да, после этого в следующий момент мы вот делаем такие круговые движения для того, чтобы дать вину контактировать с воздухом, с кислородом, для того, чтобы открыть максимально, насколько это возможно, ароматику. Так мы его раскрываем, получается. Мы раскрываем и даем ему контакт с кислородом, и оно открывается. То есть это следующий этап. Для меня это мягко,
Очень приятно. Это мягкое, это легкое, это, скажем так, питкое, есть такой термин в виноделии, это очень питкое вино. Еще вот один момент, скажите, пожалуйста, почему вот в таком вот горизонтальном получается, да? В данном случае выкладка это просто удобно была для того, чтобы визуально смотрелась этикетка. А вообще, почему бутылки не хранятся, скажем так, в коллекции стоя, а хранятся лежа? Потому что, вот мы до этого с вами говорили, что в винах, которые идут на выдержку, в них используется пробка. Опять же, это много можно говорить, потому что пробка есть, там очень-очень много видов пробки. Но смысл в чем? Если бутылка лежит так, то вот есть прямой контакт, и эта пробка позволяет вину дышать. Потому что вино — это живой продукт. Его нельзя просто законсервировать, закрыть и забыть. То есть оно в любом случае должно иметь минимальный, это, конечно, минимальнейший контакт, но должен быть минимальный контакт с, скажем так, внешней средой. Когда мы говорим о хранении, допустим, если оно стоит в ларьке, 30 градусов жары, то это нормально считается? Нет, это не нормально. Есть четкие Оно, наверное, там по условия, второму кругу уже начинает бродить. Но нет, забродить оно не сможет по ряду причин. Но, конечно, мы прописываем изначально, мы когда продаем вино с завода, мы прописываем, что мы даем определенные гарантии, если вино выдерживается или там хранится соответственно там ГОСТам определенным, да, там не больше там 20 градусов, 22 градусов и так далее. Есть. Я думаю, что, наверное, не совсем везде как бы это все... Если ты нарушаешь, допустим, чем это чревато, то оно портится или... Не так быстро. То есть не так быстро. Конечно, если ты уже просто вот вообще прям все нарушаешь, выносишь его на прямые солнечные лучи, температура там гораздо выше, чем она должна быть, и это все длится не там, ну скажем, не 2-3 недели, а какое-то продолжительное время, да, конечно, вино постепенно начинает портиться. Телехопшса пицунда шкало заразавада алыц коргяма баратаги и шилшует уртиме пургуа нукараква шхы рылафирхурц. Уе алыц агяма жбарц. Пицунда итрижуа брала хадзи итрижуа юква ибзин яйцо, ибзин изздаважла рапщеца, Абхазия, Горец, шампанский, хайзишто лохна, абрейк галан брюд, дара цигела ибзин яйцот, цигела яштоп, апщеца, издава цигела ибзина. Инджей душ бейчи ходзим, а заказ гастани майдис лохна, нас коньяква. يرى أخوي دزوز تديها أورس شراكو ممزرجة تبان بحواب سرقو يحرك زي أورس شروبي يزداو ياشتوبير تخوبي بزين جيرت شنير قط جلا يرجو بخوت أكرزينو كرتونو برا يراش ياشت كنا أكرزينو كرتونو بشربو يرجو بخوت جلا يبزين يامو با أزدار بزيرني يامو بيرجوتي بزينة بشتشا. وسايو قابريا تبان بحزوات كوي تريجو ما تصار روما يشمو شريش بورا. ياش نوع ياش بريكو كلو كوزجي بسني تريجكو را فابريكا كو زواد كو رازني كو تريجكو يكو بريكو كلو زجي بسني بكورا أورسيون كو حمدزا. إيش حرب شو زر يهايرلس يتسوي. بريرلسني تشوتي بزي بزيرلسنا بخازيا غوريца ويامش تخبكيد في этот كагора ده جي ويجي بزين يردرتش. ميلانا بتسوندا بيزواد على تشمو زبوتا راقة يشمو يحزيكو بخزرت تخبل. يحامو بايكوام بان بيكو بزير بوت يحرك إرتصا خلزا بسحوجي نرجو قب أوراش يخككنا أواتككم. وسي هاي تسوي. حركة صوت الشمبان تيكون ناسكي أوراش أوراش يخكك حامو بحركة صوت يتار. أي كرخان بيحاوس نسي وبش مزواتكو ريكوشمو بيحاي تسوي. حرك زيجايت كلا نوحوسر يتصوت أيولخنا أخياري زواتا أن بيتصوت يحب غوريت ينرجلو قوبا. حرك. أبرياراش شموما. حمو بخ الزمدر ورا تشوب ريزا كنياك شوق مكانه. أخي يراحوا ترجلارت زوجي أو ببشيت شيء حريوك. أي завод يلا أوات كجسر ده جسر نلقى بيشنا جسر نحاول كوسخن يشتو ببري جسر ريكلاما نربلا كوسخن جو أجت سوات كرخودا كنت أبكي بزيني تصود بتصون ده وقت كي يشتو باي يرقوتها просто
аҿыц анроулак еилыркаарҭахуп аҿыц иаҳа ибзиоушәа ргәы иаанагоуп. Амцар урҭ ртәытә продукциа бзианы ицоит. Иахкы еиҭа иҟоуп, аԥҳәатәы ыҟоуп. Нас абиатәгьы еилҵуеит, аха уажә ирымаӡам, убригьы иашҭоуп. Знык ианырбалак, нас ирҭахуп. Ус излазболара алыҵқәа имаҷымкәа ишәымоуп, иара Пицунда иҭрыжьуа, аха иаҳа ицои убырҭ рҟынтәи. Убырҭ рҟынтәи классически иаҳа ицоит. Ауатка? Аиеи, ауатка. Абри иаҳа ицоит, абри ажь иалаху иаҳа. Арҭ иаҳа любители. Изгәаԥхоуп урҭ рыбзқәа. Абарҭ ашампантәыҩқәа рзы ишәҭои? Ашампански аны полусладкақәа, но брют Брют аибрбзиоуп. иаҳараӡакгьы аурысцәа аԥшьаҩцәа иаҳараӡакгьы ирҭахуп. Аԥшьаҩцәа роуп иаҳараӡакгьы иаҳараӡак, аха иҳагуп. Ианаамҭоу иҳауӡом, иҟаӡам, ҳахь имаҷны иаауеит. Иаҳауазар хәҩашьакы ҳарыҳәан убри ҳарҭицәы инҵәеит, иҟаӡам. Иаҳа иҭрыжьуазар, иаҳа уажәы асезон ыҟоуп, асезон аҟнытә инаҭахуп. Иара ашампантәыҩқәа роума шәызҿу? Аиеи, ашампан. Ус иара абри ишԥашәыхьчо, ишԥахьчатәу абарҭ? Ну, иныҵҟа ҳазгылоуп Сыдра Ригиа иаҵагылоуп Амра Миртә иаҳараӡак. Ус сынтәа иара ашоура аӡам, сыздырам излаихгала. Уажәы аԥхын иаанхаӡом. Иаҳауагь инҵәеит, иаҳауагь инҵәеит. Ҳаҳҭқәа еиӷьыршьои? Иржәуеи иаҳараӡак, шәазԥхьаӡаҭақәа рыла? Иржәуа, ишәасҳәоит уажәы. Ҳаҳтәы сухо иаҳа иҟоуп, ани џьбароуи, убриоуп иаҳараӡак ирҭаху. Насгьы абарҭ шатурқәагьы уажәы цоит, иргәаԥхоит, абригорец ҳәа иҟоуп, убырҭ рыҩқәа роуп, абарҭ полусладки, полусухи, убырҭгьы иргоит.